Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Стремительное развитие информационных технологий заставило современное поколение детей и подростков столкнуться с принципиально новыми угрозами и вызовами. Информационно-телекоммуникационные сети богаты различными сомнительными развлечениями, пропагандирующие секс, жестокость и насилие. Очевидно, что дети в силу возрастных особенностей нуждаются в дополнительной правовой защите от деструктивного информационного воздействия. С какими именно информационными угрозами сталкиваются наши дети? Что следует знать родителям, чтобы уберечь детей? Что делать и куда обращаться, если ребенок стал жертвой преступления? Об этом мы поговорим сегодня со старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Марией Мордовской. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, пожалуйста, какими информационным угрозам подвергаются дети на территории Якутии? Наибольшую угрозу для нормального развития несовершеннолетних представляет в первую очередь это переписка с незнакомцами на интимные темы. В последние годы на территории республики отмечается рост преступлений данной категории, когда взрослый человек вступает в интимную переписку с несовершеннолетними, просит направлять фотографии интимного характера, зачастую сам направляет порнографические видеоролики и фотографии. Переписка с несовершеннолетними на интимные темы образует состав преступления, предусмотренного статьями 132 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от возраста несовершеннолетнего. Например, вступление в переписку с лицом, который не достиг 12-летнего возраста, может квалифицироваться по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая влечет применение наказания в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Расскажите, а как вообще обстоит ситуация в республике по данному вопросу? На территории республики только в 2020 году от преступлений указанной категории пострадало 39 несовершеннолетних. Например, в 2019 году следователями Следственного комитета было окончено уголовное дело по факту вступления в переписку несовершеннолетней со взрослым мужчиной, который был ранее также привлекался к уголовной ответственности, который путем шантажа заставлял направлять ей фотографии порнографического характера. Потом путем шантажа заставил также ее прийти в определенное место, и в итоге несовершеннолетняя девочка стала жертвой изнасилования. В прошлом году также было расследовано уголовное дело многоэпизодное, где взрослый человек также вступал в переписку одновременно с 11 несовершеннолетними девочками. Его действия также квалифицированы по 132 Уголовного кодекса, а данное лицо было установлено. Кроме вступления в переписку с несовершеннолетними, еще угрозу представляют различные течения, которые пропагандируют антиобщественное поведение, например, Колумбайн, АУЕ и так далее. Родителям для того, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправного контента, необходимо контролировать, что смотрит несовершеннолетний, допустим, в телефоне. И наиболее эффективным способом является специальное программное обеспечение. Например, все антивирусные программы, они обеспечены системами родительского контроля, которые блокируют противоправный контент. И родителям следует обратить на это внимание. Но мы уже поговорили о переписке, которые впоследствии могут стать предметом шантажа, неприемлемый контент. А какие еще опасности таит интернет? Родителям еще следует обратить внимание детей о том, что недопустимо размещать в социальных сетях информацию, с помощью которой можно как-то идентифицировать ребенка, то есть где он проживает, его фамилию, имя, отчество, в какой школе обучается, в какой промежуток времени он возвращается домой,
в какой промежуток времени он остается один дома. Вся эта информация может быть использована злоумышленниками для того, чтобы совершить какие-то преступления в отношении несовершеннолетних или в отношении их родителей. Поэтому нужно обучать детей правилам безопасного поведения в сети интернет. Кроме того, еще не меньшую опасность представляет буллинг в сети интернет, который который имеет целью запугать ребенка, да, который может применяться путем, например, распространения каких-то компрометирующих фотографий в сети интернет, либо же путем исключения несовершеннолетних из каких-то общих групп, например, групп друзей, одноклассников и так далее, да? Либо же путем размещения в сети интернет каких-то фотографий неприличных, да, этого ребенка и так далее. И родителям следует обратить внимание на какие-либо отклонения в поведении несовершеннолетнего. Например, если он слишком рано проснулся, да, то это свидетельствует о том, что он не спал ночью, да, или же стал замкнутым. Ну вот на все вот эти вот изменения родителям следует обращать внимание и объяснять ребенку о том, что со всеми ситуациями можно справиться, если действовать сообща. Вот. И обратиться можно к психологам. Во всех образовательных учреждениях у нас есть психологи. С помощью них можно решить какие-то проблемы. А что еще нужно знать родителям, чтобы не допустить трагедии или совершения преступления в отношении ребенка? К сожалению, одних усилий правоохранительных органов по блокировке противоправного контента недостаточно для того, чтобы оградить от всех опасностей, которые таит в себе интернет-пространство. Ну вот, как я уже сказала, родителям следует обращать внимание на то, что смотрит ребенок, да, какие видеоролики он смотрит на YouTube. На YouTube есть история просмотров, там он может увидеть, какие видеоролики он смотрел, потом смотреть, какие фотографии у него на телефоне сохранены, и при наличии каких-либо отклоняющихся там, от нормы поведения следует в первую очередь расспросить ребенка, как как вот эта вот фотография у тебя появилась, откуда ты ее получила, в какой промежуток времени ты с ним переписываешься, да, например, с незнакомцем, и сообщить о данных фактах в правоохранительные органы. А куда может обратиться ребенок, если родители не исполняют свои обязанности? Если родители по каким-то причинам не исполняют свои родительские обязанности, да, например, у нас бывают случаи, когда родители оставляют детей в семье, например, одних, или же распивают спиртные напитки, то они, несовершеннолетние, об этом сообщают правоохранительные органы. И в образовательных учреждениях, как я уже сказала, вот если говорить о теме нашего разговора, да, то в школах у нас проводятся образовательные программы для родителей по информационной безопасности несовершеннолетних. А можете рассказать про эту программу, которая обучает, что в нее входит? Это, допустим, программа, которая, направлена на родителей. То есть в образовательном учреждении родителям какие-то вот классные часы проводятся. То есть то, что вот я уже рассказала, внедрение системы родительского контроля, антивирусов, да, которая отслеживает вредоносные программы. И интернет-безопасность — это в первую очередь вот следить за тем, что несовершеннолетний смотрит в интернет-пространстве. А мы вот поговорили о том, что ребенок может обратиться и пожаловаться на родителей, если они не исполняют свои обязанности. Если вдруг такое произошло, что потом, как будут проверять родители, что последует потом из этой жалобы? В первую очередь по данному сообщению отрабатывают органы внутренних дел. Они данную информацию проверяют, выезжают на место, получается, да, в семью, смотрят там, как на самом деле обстоят дела, например, достаточно ли продуктов питания, да, в каком состоянии дети. Если все нормально, то об этом проводится просто разъяснительная работа. А если сотрудники полиции выявили то, что несовершеннолетние находятся в состоянии, которое представляет угрозу их жизни, то данная информация передается в органы опеки и попечительства.
А органы опеки и попечительства в свою очередь применяют статью 77 Семейного кодекса. Это отобрание детей из семьи. Детей забирают в реабилитационные центры до того времени, пока родители, например, да, не пройдут лечение или же не обустроят жилье. Да. Потом, если, допустим, этого недостаточно, то уже выходят органы опеки, выходят в суд с заявлением об ограничении либо о лишении родительских прав. Мы поговорили с вами, уже затронули тему буллинга. Это действительно такое современное понятие, когда ребенок подвергается массовой травле. И сейчас в классах есть детские чаты во всех мессенджерах. И если вдруг родитель, например, заподозрил, что его ребенок подвергается вот этому массовому буллингу, что ему, есть краткая инструкция, которую он может следовать? Так, ну если ребенок подвергается буллингу, во-первых, необходимо об этом сообщить классному руководителю. Если же буллинг сопровождается причинением каких-то телесных повреждений, да, то необходимо об этом сообщить правоохранительные органы, чтобы была дана какая-то процессуальная оценка действиям лиц, которые применяют в отношении ребенка насилие. Вот. Но если просто психологическое насилие, то, что исключение из групп, то, что размещение фотографий, то данное поведение, я считаю, что необходимо скорректировать в образовательном учреждении путем проведения бесед, либо каких-то мероприятий совместных, классных часов и так далее внутри класса. Но давайте еще вкратце расскажем, что делать родителям, если все-таки ребенок подвергся какой-то травле, шантажу в интернете. Что нужно делать родителям? Так, ну, если, допустим, шантаж это путем переписки, да, с незнакомыми лицами, необходимо, во-первых, сохранить контакты лиц, которые шантажируют, либо же направляют какой-то противоправной фотографии порнографического характера несовершеннолетнему. Необходимо сохранить его контакты для того, чтобы и сообщить правоохранительные органы. У нас на территории республики действует единый телефон доверия органов внутренних дел 42 22 22. Это телефон доверия органов внутренних дел. И по линии Следственного комитета у нас есть линия «Ребенок в опасности», на которую можно дозвониться путем набора цифр 1, 2, 3. Вот. Данную информацию обязательно необходимо довести до правоохранительных органов. Даже если злоумышленник просит не сообщать, или если даже вы его знаете, да, чтобы данные преступления не совершались в отношении других лиц. Поэтому необходимо обязательно о данных противоправных действиях сообщать правоохранительные органы. Спасибо большое, Мария Владимировна. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали со старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры республики Марией Мордовской.